Утренний сюрприз для горожан. Почему в Сибае не было горячей и холодной воды? Во имя закона и справедливости 31 мая отмечается День российской адвокатуры. Готовы к труду и обороне. 75 вожатых прошли инструкторские курсы в лагере Шифа. Теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Самая обсуждаемая новость сегодняшнего дня – отключение в городе горячего и холодного водоснабжения. Сибайцы возмущаются, почему без предупреждения. Как стало известно, причиной тому стала авария на одной из водопроводных веток, примыкающих к магистральному трубопроводу. Кто виноват в произошедшем, разбирались наши корреспонденты. Александр Михайлович Сергеев, как обычно, проснулся в 7 утра и пошел умываться в ванную. Но тут его ждал сюрприз. Вместо приятного журчания воды он услышал лишь ракочущий гул. Встали утром, нет воды. Позвонили в дом управления, сказали авария. Съездил в Аркаим, набрал воды. К примеру Александра Сергеева последовали многие горожане. С утра без воды оказался практически весь Сибай. Ну а возле колонок с водой выстраивались целые очереди. К обеду напряжение немного спало. Жена звонит, откуда-нибудь воды привези. Вот. Одна колонка, я кому шахта туда еду, нету колонки, туда еду, нету колонки. Вот по порядку ладно увидел, здесь колонка. По всему городу колонки. Вот так вот без воды. Как стало известно, причиной отсутствия воды явилась поломка трубы возле здания бывшей швейной фабрики. Это одна из водопроводных веток, примыкающая к магистральному трубопроводу. ЧП произошло накануне вечером в 22 часа 30 минут. Сотрудники водоканала сразу принялись за локализацию аварии. В этом районе находится много закольцовок и крановый узел. Его перекрытие означает автоматическое прекращение подачи воды в большинство городских объектов. В числе первых оповещений об аварии получили представители горбольницы и роддома для обеспечения необходимого запаса воды для нормальной деятельности. Помимо техники водоканала, на месте работает и самосвал, выделенный предприятием «Сибайгаз». Сотрудники водоканала работали на аварийном участке всю ночь. И лишь к 8 часам утра удалось более-менее остановить поток воды. Примерно в это же время в домах и квартирах города подача воды была снижена до минимальных значений. Ситуация осложняется еще и тем, что в связи с погодными и природными условиями на месте вырытой ямы много воды. И людям приходится работать практически вслепую. Результат этой аварии стало то, что здесь находится магазин «Магнит», «Монетка». И период, сами знаете, апрель, когда жидкие грунты, влажные, очень мощные тяжелые машины ходили и раздавили чугунную трубу. Вот результат. Надо вот это последствия изучать и что-то решать, делать с ними. По словам представителей водоканала, места, где постоянно проезжают большегрузные машины, должны быть усилены. Тем более в весенний период, когда грунт теряет прочность и становится водонасыщенным. Иначе от таких механических обломов труб никто не застрахован. Да и если говорить о водопроводной системе города в целом, она требует пристального внимания. Аварии практически еженедельно у нас. Аварий очень много. Сети изношенные, старые. Износ сетей составляет порядка 80-90%. Поэтому от них никто не застрахован. Второе, будем так говорить, в нашем тарифе нету затрат на капитальный ремонт. И то, что мы делаем своими силами, вот все, что можем, делаем. Это опять о оплате за воду. Все говорят, что большие тарифы. На самом деле тариф реальный на 40% от того, что должен быть. Сегодняшнюю аварию сотрудники водоканала обещают устранить в нормативные сроки. Это не более 8 часов с момента прекращения подачи воды населению. Но сколько времени пройдет до момента следующей аварии с учетом износа водопроводных сетей – большой вопрос. Ляна Кириллова, Олег Кадыров, Гульгина Раскильдина для службы новостей. Как стало известно, уже после обеда подача воды населению была возобновлена. В эти часы предприятие работает в штатном режиме. К другим новостям. Наглость сгубила. Вместо оплаты штрафа или выполнения исправительных работ правонарушителю теперь придется провести 4 месяца в колонии поселения. Виной всему его чрезмерное хамство. Подробности дела в специальном интервью нашей программе. В мае этого года Сибайский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в публичном оскорблении представителя власти, а также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Обстоятельства дела таковы. В отношении данного гражданина велось производство по делу об административном правонарушении по факту оставления им места дорожно-транспортного происшествия. В ходе разбирательства данный гражданин публично оскорбил представителя власти, а именно инспектора дорожно-патрульной службы. При этом оскорбительно, нецензурно выражался в отношении инспектора, тем самым унизил личное достоинство, профессиональное, служебное достоинство как представителя власти. Кроме того, данный гражданин неоднократно высказал слова угрозы в отношении представителя власти. Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, также личность самого подсудимого, суд пришел к убеждению, что его воспитание и исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества с назначением наказания в виде реального лишения свободы. Учитывая изложенное на основании всех материалов дела, суд приговорил данного гражданина к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Приговор вступил в законную силу. Вот уже на протяжении 15 лет в России 31 мая отмечается профессиональный праздник – День адвокатуры. Он берет свое начало с 2002 года, когда вступил в силу федеральный закон 63 об адвокатуре и адвокатской деятельности. В Башкортостане коллегия адвокатов была создана много лет назад. Ее филиал успешно работает и в нашем городе. Фабула, гипотеза, юрисдикция, прецедент. Эти и другие слова, энциклопедические для простого человека, для них же азбука. Настоящий адвокат должен уметь все. Быть искусным оратором, чутким психологом и одновременно рассудительным, но способным на риск человеком. Несмотря на то, что юристов сейчас очень много, не каждый может гордиться багажом хороших знаний. Знание судебного процесса и стремление к самосовершенствованию помогает всегда оставаться на плаву. В нашей профессии, конечно, необходимо это терпение, выносливость, уважение к людям. Обязательно необходимо обладать специальным образованием. Чтобы стать адвокатом, необходимо получить статус, который выдается исключительно государственными органами, принести присягу. Любое дело, даже самому удачливому адвокату выиграть не удастся. Адвокатская практика – всего лишь обычная практика, требующая кропотливого труда и полной самоотдачи. В нашем городе уже не первый десяток лет права своих клиентов защищает сибайский филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов. Чаще всего, конечно, в большинстве случаев мы участвуем в уголовных делах и в значительном количестве гражданских дел. На сегодняшний день без помощи адвоката, конечно, людям тяжело отстаивать свои права и интересы. Но что касается интересных дел, то каждое дело, оно интересное. Не бывает такого, чтобы одно дело было похоже на другое. Всегда различаются обстоятельства дела. Поэтому прежде чем приступить к делу, конечно, необходимо это полностью ознакомиться со всеми материалами дела, значит, обратиться к правовым основам, с клиентом выработать тактику отстаивания своих прав, организовать работу, чтобы обеспечить доступ к правосудию и участие, конечно, в судопроизводстве. В штате сибайского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов сегодня работает более 2 десятков адвокатов. Больше половины из них пришли сюда после работы в полиции, прокуратуре и других правоохранительных структурах, а потому обладают богатой и разнообразной судебной практикой. Успешных процессов и благоприятного жребия Фемиды им желает Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Гульгинара Скильдина и вся телекомпания СТВ. Начиная с 2017 года законодательство, затрагивающее тему страховых взносов индивидуальных предпринимателей, претерпело существенные изменения. Помимо того, что традиционно с началом года увеличился размер страховых взносов ИП за себя, в 2017 году произошли и иные принципиальные изменения в сфере страховых взносов. Подробности далее.
С 2017 года сбор и учет страховых взносов перешел из ведения Пенсионного фонда в Федеральную налоговую службу России. Новый порядок администрирования принес немало изменений, но главное, что фиксированный платеж в новом году для индивидуальных предпринимателей практически не изменился. Небольшое увеличение суммы вызвано не другим порядком расчета, а выросшим минимальным размером оплаты труда. Взносы индивидуальные предприниматели в фиксированном размере уплачиваем на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, которое считается, как и прежде, исходя из минимального размера оплаты труда. На 1 января 2017 года он составляет 7500 рублей. Таким образом, исходя из ставок 26% на пенсионное страхование и ставки 5,1% на медицинское страхование, сумма страховых взносов составляет на обязательное пенсионное страхование 23 400 рублей, на обязательное медицинское страхование 4590 рублей. В общей сложности каждый индивидуальный предприниматель в 2017 году должен уплатить 27 990 рублей. Если же доход ИП превысил 300 тысяч рублей, то дополнительные пенсионные взносы, как и раньше, составят 1% от суммы превышения. Сроки уплаты в налоговую службу действуют те же самые, что и в прошлом году. Не позднее 31 декабря 2017 года по фиксированным платежам и не позднее 1 апреля 2018 по дополнительному взносу. При этом важное изменение. В связи с передачей страховых взносов в ведение налоговиков перечислять средства необходимо по новым кодам бюджетной классификации. Если индивидуальный предприниматель работает один, то сдавать расчет по страховым взносам он не должен. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В городской администрации прошло очередное заседание антинаркотической комиссии. В его работе приняли участие все, кто работает непосредственно с детьми и молодежью. Тему продолжит Евдокия Титаренко. Заседание антинаркотической комиссии началось с подведения итогов профилактических операций по ликвидации мака и конопли на территории городского округа. Далее на повестке дня были рассмотрены 4 вопроса. Проведение профилактических рейдов в семьях с трудными подростками, медицинское тестирование работников предприятий на предмет установления лиц, незаконно потребляющих наркотические вещества, организация трудоустройства подростков и молодежи и проведение военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец». Каждый из ответственных членов комиссии по тому или иному вопросу озвучили итоги проделанной работы на текущий момент. 4 месяца 2017 года у нас проверено 18 адресов, в которых проживает 58 детей. По итогам рейдов, 12 детей были помещены в социальный приют, и из них 3 возвращены в семью, с остальными пока проводится работа. Помимо обсуждения насущных вопросов, членами комиссии было вынесено на рассмотрение предложение о том, чтобы медицинское тестирование на предмет установления лиц, незаконно потребляющих наркотические вещества, проходили также водители городских и междугородних такси. Данное предложение было взято на контроль. На предприятиях города за первый квартал 2007 года было протестировано 201 человек. Это Зауральская 9 человек, СПО ГОК 164 человека, РМЗ 28 человек. За апрель до 22 мая 2017 года протестировано 148 человек. Это работники предприятий Башкирэнерго 79 человек, Газпром 37, Ремстройцентр 24. БШПО 8 человек, всего 349. Связано с опасным, это все с опасным производством предприятия. Факт появления лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, работниками предприятий не зарегистрировано. Также на заседании антинаркотической комиссии особое внимание уделялось вопросу трудоустройства учащихся на летний период. На время каникул Центром занятости населения планируется обеспечить работой 535 учащихся, что на 108 больше по сравнению с прошлым годом. Что касается организации палаточного лагеря «Юный спецназовец» для трудных подростков, то в этом году принято решение о распределении ребят по нескольким лагерям. Работы по определению мест дислокации юных спецназовцев членами комиссии пока ведутся. В целом, по словам специалистов, городские показатели в сфере борьбы с наркоманией остаются прежними, а значит, нужно усиливать совместную работу, ведь только комплексный подход даст хороший результат. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. Уже завтра наступит календарное лето, а это значит, в скором времени свою работу начнут детские лагеря. В преддверии этого на базе лагеря «Шифа» прошли инструкторские классы для вожатых.
Первичная цель многих лагерей, помимо отдыха и оздоровления детей, их образовательное и культурное развитие. Адаптироваться и хорошо провести время отдыхающим помогают обученные сотрудники лагеря, воспитатели и вожатые. Их знания, опыт, навыки и умения в отношении детей очень важны. Поэтому, прежде чем приступить к работе, будущие вожатые проходят теоретическую и практическую подготовку. Именно в таком направлении работает Сибайский педагогический колледж. Надо сказать, что эта работа у нас не новая, мы его ведем ежегодно. Почему? Потому что только наш колледж готовит вожатых. Вожатые необходимы для лета, для работы в лагерях, их не хватает. Всегда на них имеется большой спрос. Поэтому мы в этом году еще фактически прошли еще. Был социальный проект на фактически грант главы города. В этом году зимой фактически мы написали социальный проект, и этот социальный проект получил фактически номинацию. И мы получили грант, и вот на основе этого мы подготовили еще вожатых из других учебных заведений. После изучения теории вожатые отправляются на практику в детские оздоровительные лагеря Сибая и Баймака. В этом году желающих набралось 75 человек. В основном это студенты 3-4 курсов, будущие учителя физической культуры, начальных классов, музыки и других специальностей. Работа с детьми меня очень увлекает. Это профессия моя, потому что когда я работаю, я отдыхаю не только телом, но и душой. Почему я выбрал эту профессию? Потому что она мне нравится, так как здесь мы большое количество времени проводим с детьми, мы работаем с детьми, мы их обучаем. Сейчас мы проходим инструктивный лагерь, это у нас тоже такая практика. Мы обучаем студентов младших курсов, 3-го курса, так как мы уже проходили эту практику в том году, получается. И мы уже сейчас как говорится, с опытом, студенты уже, как с опытом вожатого. Поэтому мы сейчас пришли и обучаем наших младших курсов. Некоторые вожатые уже имеют опыт работы в лагере. Тем не менее, с большим удовольствием посещают курсы по практическому обучению. Здесь каждый из присутствующих имеет огромное желание работать с детьми и вместе с ними познавать окружающий мир. Их главная задача – сделать отдых ребенка максимально интересным и разнообразным. Лена Кириллова, Альмира Ишкуватова, Радмир Сингулов, Гульдина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работала Наиля Ахмедшина. Всего доброго и до свидания.